Геннадия Башкуева «Стремена строк». Старики говорят, что в степи следа нет. Даже копыта огромного аргамака не смогут оставить следы в тысячелетней короткой траве. Друзья мои, даже если туда попадет семя, возможно, когда после июльского летнего ливня вырастет древо, из ветви которого, дорогие наши зрители, маленький мальчик вырежет дудку, жембур и будет воспевать величие степи. И так рождается поэт. Дамы и господа, всем привет! Сегодня на нашем квартирнике творческий вечер, посвященный 95-летию народного поэта Дамбы Зодбича Жалсараева. И вместе с нами сегодня, мои друзья, звезды бурятской эстрады. Встречаем! Как это было часто у бурят в то время, мать не знала точного дня, даты рождения своего сына. Итак, Дамба Зодбич сам выбрал свою дату рождения 5 декабря, День Конституции молодой великой страны. И поводом для этого не только День Конституции повлияло, но есть одна хорошая новость, то что, будучи маленьким школьником, Дамба Зодбич, участвуя в школьном конкурсе «Стенгазет», напечатал свои первые стихи в эту стенгазету, и его класс стал победителем, стал лауреатом в этом конкурсе. И, дорогие друзья, говоря об этом великом человеке, хочется добавить то, что его любовь к родным просторам, его стихи, которые окутаны нежностью, воспевающие нежность своей родной земле, своим родным просторам. И неудивительно, что в семье Дамбы Зодбича, Валентины Зандуевны Жалсараевых родились 3 прекрасных детей, окутанные любовью и вниманием. И сегодня вместе с нами сидит младшая дочь поэта Рада Дамбаевна Жалсараева. Давайте поприветствуем. Сэмбена Рада Дамбаевна. Спасибо. И сразу хочу спросить, такое необычное для нас, бурят, имя Рада, вам имя дал отец? Честно говоря, в какой-то мере и дал отец, а с другой стороны, наверное, здесь основную роль сыграла мама. Дело в том, что в молодой семье было уже 2 мальчиков, и мама очень мечтала, вместе с отцом, конечно же, о девочке. УЗИ тогда не делали, не знали, кто родится. И вот когда маме сказали, что родилась девочка, она говорит: ой, моя долгожданная радость наконец-то появилась. Ее я буду звать Радой. Отец, это как принято, с удовольствием, с друзьями, в кругу друзей отметил это событие. На радостях пошли на радио и записали небольшую передачу, где и объявили на всю республику, что родилась Байырма. Вот поэтому я в паспорте Байырма, а Байырма – это как раз-то в переводе с бурятского на русский счастливая, радостная. Вот такая я и радостная появилась на свет. Вот такая гармония в семье Жалсараевых. Жена захотела Рада, муж перевел резко на бурятское имя. И все, на всю республику, во весь голос Дамба Зодбич крикнул: у меня родилась Байырма. Это так прекрасно звучит, друзья. Ну что ж, давайте поговорим о детстве. Давайте. Он, наверное, много раз рассказывал вам о своем детстве, как у него Конечно. проходило. Он был широкой души человек. Да. Он своему детству, своим рассказам немножко с юмором, может, где-то сарказмом, относился. Нет, с юмором. Это был очень веселый человек.
Так вот, мы все знаем, что его детство проходило в местности Додогол. Да, Додогол. И так вот, в связи с этим у нас есть сюрприз для вас. Хотим, чтобы вы послушали новые аранжировки, песню «Додогол» в исполнении удивительной, прекрасной, заслуженной артистки Республики Бурятия Мадыгмы Даржиевой и скромного меня, Кима Харганаева. Сегодня очень много будет песен, и мы хотим начать именно с этой песни. Почему? Потому что это родина местность, его, это да. Додогол, он все-таки его вдохновлял на разные красивые строки, которые до сих пор в наших сердцах и, конечно же, с уст молодого поколения звучит как услада для ушей, да? Да, действительно, это небольшое село Додогол, очень небольшое село, но очень красивое, окруженное сопками, рядом озеро. И он в своих стихах воспел буквально все, что окружает Додогол. Мне, конечно же, будет очень приятно сейчас услышать эту песню. Знаете, есть такие строки, да, вот спросили старца, что такое счастье? Он бороды потрогал острие и головой, качая знак согласия, сказал, оно у каждого свое. Но есть и счастье общее, которым ты тоже должен обладать сполна. Любовь к народу и к родным просторам. Без них мы все, как без корней сосна, как ствол без веток, как без листьев ветка. И счастье на порог не ступит твой. Люби народ и землю беззаветно, и будь любим народом и землей. Вот так он красиво писал о своей родной земле. Рада Дамбаевна, я вот хотел спросить, а где именно находится местность Додогол? Додогол раньше, небольшое село, раньше находилось в Заиграевском районе, а потом его передали в Хоринский район. Поэтому у отца как бы мы считаем, два родных района. Это Заиграевский и, конечно же, Хоринский район. Оно на самой границе Заиграевского и Хоринского районов. Очень красивое село. Там лебеди, там озера, там сопка. Красивейшее село. Как знаток бурятского языка, Валико, как ты думаешь, что означает Додогол? Вот, переведи, пожалуйста. Нижняя река. Отлично. Ты прямо всегда на высоте.
юралтеш, хугедеш, зулатеш, оралхан дылхеде, уенте бенешта. Мадыгмар, расскажите, пожалуйста, каковы ощущения, когда вы исполняли эту песню, что вы чувствовали, буквально в 2 словах? Вы знаете, на самом деле, такие замечательные стихи, они вроде бы и простые, но настолько они прямо проникают в самое-самое сердце. Мурашки здесь бегали наши, да? Рада Дамбаевна, как вам? Я эту песню еще очень, чтобы выучить, я слушала в машине, включала на полную громкость колонки, ехала, и действительно такое было ощущение, что в этой песне закодирован вот такая эмоция «я еду домой». Вот действительно, я когда ехала в машине, я чувствовала, что я как будто еду домой под эту песню, и вдалеке вижу «Ово». Это сильно, это сильно. Да? Теперь я буду тоже слушать вот так вот и буду представлять, что я еду домой. Ну что, друзья, Рада Дамбаевна, как вам? Ну, конечно же, понравилось, конечно же. Спасибо. И оно немножко по-другому звучит в вашем исполнении, как-то по-другому заиграла песня. Ага. Да. Как вам, друзья, кстати? Мы с Мадыгмой репетировали 10 тысяч не раз. И я думаю, получилось так душевно. Спасибо. Ну что ж, ну а мы продолжаем нашу теплую беседу. Рада Дамбаевна, очень много легенд ходит о простоте души вашего папы. Он всегда с юмором относился к жизни. И даже в одном из интервью он так рассказывал прямо с юмором, с интересом и вообще историю сватовства к Валентине Зандунине, вашей маме. Вот сейчас бы нам хотелось бы посмотреть отрывок из этого интервью, к вашему вниманию. Да, где он сам рассказывает. Да, где он Давайте сам рассказывает. Посмотрим. Давайте. Ну, во-первых, она жила, ну, она вообще одна, у нее родителей нету, там разные трагедии нашего времени, значит, коснулись и ее семьи. Она росла у своей старшей сестры, ну, муж, вот, мужа посылали, значит, хорехи по-бурятски, значит, по разным местам, в разные хозяйства, колхозы и так далее. Он председателем работал. Вот послали в Саран-Усун, это пограничное село. Вот. Так что они жили по гранд-зоне, а вы пограничник, естественно, кроме охраны границы, и занимались пограничным соблюдением пограничного режима. Периодически ездили там, проверяли, следили то, что делается в пограничной зоне. И, естественно, я ее там приметил. Красивая была. Ничего, Она сейчас красивая. Ничего была тогда. Приметил, ну надо еще подъехать. Ну да. Я действительно именно подъехал в буквальном смысле слова. Я узнал, где она живет. Дом представитель колхоза показали, дом, большой дом такой, но изгородь стоит. Я, естественно, на коне
вот как положено пограничникам, значит, конь, В ремнях бинокль, весь. этот самый, здесь пистолет, здесь клинок, здесь бинокль. Но Портупея, бинокль-то нужды-то не было, но я тут прицепил для такого случая, да и клинок не нужен был. Ну да. Да, не всегда мы носили. Это тогда, когда уж так на службу. Тут я это дело нахлобучил все. И вот, значит, смотрю, изгородь. Не та уже высокая. Так просто открывать ворота, там входить, это мне показалось слишком не творчески. Вот. Я, значит, отъехал, разогнал коня, как говорит, шинкеля дать. Дал шинкеля и перескочил через этот заборчик. Ух, туда в угол. Прямо Они как в испугались, песне. там в окно все, что такое там. И я, гремя шпорами, тогда мы в шпорах ходили, звеня шпорами, зашел. Мне кажется, оттуда и легенда, да, вот рыцарь на белом коне, все на свете. Ну нет, рыцарь на белом коне, наверное, и раньше. Вот, знаете, было, вот я да. вот сейчас буквально в двух словах. Рада Дамбаевна, есть человек, который прям написал даже эту историю, поэт-драматург Геннадий Башкуев, «Стремена остров», 5 перевалов, там выжил Сараево. Да. И вот расскажите нам о том, как молодой, вот именно с ваших слов, как он вам рассказывал, вот какие ощущения у вас были. Поделитесь с нами, пожалуйста, прям не терпится. Ну, правильно отец здесь как раз в интервью говорит, что мама росла одна, правда, здесь он не сказал. Мама была дочерью врага народа, отца расстреляли даже в 1932 году зимой. И практически ее вырастила сестра с мужем, Хуряха. Вот они вырастили, и так как его отправляли в разные места, то и она ездила из Улан-Удэ, ну, постоянно к ним приезжала, потому что она уже училась в училище. А он был старшим наряда, приметил ее, отправил солдат в первый и в последний вагоны, а сам пошел в тот вагон на проверку документов, паспортов, где она сидела. Взял паспорт и сказал: «О, у вас здесь не в порядке что-то». Забрал паспорт, мне, говорит, надо записать, внести данные. Видимо, пошел, переписал все данные, вернулся с паспортом. Мама уже сидела сердитая. Она говорит: это что такое? Я сколько раз здесь ездила, ни разу меня не останавливали, а вдруг теперь что-то не в порядке. И вот тут мама, когда рассказывает, он улыбнулся ей и говорит: давайте познакомимся. Меня звать Дамба. И вот так они познакомились. У них совсем недолго было ухаживание, совсем короткие. Вот он ее посадил на коня и увез к себе. Такая романтичная история настоящего творческого человека, который не просто взял, подошел, а как-то это все-таки оригинально это было, да? Да, но мало того, что они поженились в самый короткий день, в декабре, 21 декабря 1946 года, он также посадил ее на коня, пересекли по льду реку, приехали в село Инхор, что в Джидинском районе, пришли в сельсовет, нашли женщину, мол, распишите нас, оформите. Она говорит: ну, нужны свидетели, я ж без свидетелей не могу же вас зарегистрировать. Он расстегнул полушубок, пограничник, а там пограничники эти были, вы знаете, ну, что-то вроде таких тоже хозяев жизни, можно сказать, по тем временам. И так на нее посмотрел: это вам еще какие нужны здесь свидетели, когда я здесь стою? Она так на него: ой, не, все хорошо, я вас расписываю. Расписали, дали такую маленькую бумажку. Она до сих пор у нас дома хранится, чернилами от руки запись гражданского брака. И обратно мы, говорит, едем на коне, мама рассказывает уже, и так друг на друга смотрим, как-то другими глазами. Ну, слушай, а мы что, уже муж и жена, что ли? Ну да, муж и жена, у нас же уже свидетельство есть о браке. Ну все, мы муж и жена. Все легко и просто, да? Ну, видимо,
так сложилось с судьбой. Ну и 56 лет вместе. Вот и да. Вот это да, вот эта история. Знаете, мне очень понравились его строки, которые он посвятил своей музе, Валентине Зандуевне. Она всю жизнь была его музой. Вот сейчас вот я буквально зачитаю. «Каким бы путь ни был тяжелым, я знаю наверняка. В одной ты со мной упряжке», как он говорил, да? Да. И чаще А в чаще коренниках. в коренниках. Пусть доля была и трудной, гордиться чем есть у нас. Я жму твою руку, друг мой, за каждый хороший час. Вы знаете, дело в том, что мама освободила его от всех домашних забот. Она полностью все взяла на себя. Отец мог бы что-то делать, мог бы и строить, он все умел делать, вырос в деревне. Но она его полностью освободила от всего, от всех забот домашних. Даже когда вот дачу строить, он сказал, будешь строить? Тогда будем строить. И она строила. Когда предложили машину купить, он опять ей говорит, будешь ездить сама, я буду только пассажиром. Будешь сама ремонтировать, будешь? Она говорит, буду. И она пошла на курсы, получила права, стала водить машину, начала с «Москвича», потом «Волга». Она специально пришла на его имя из Москвы, именная «Волга» цвета золотистое руно. И вот она полностью его освобождала от всех домашних хлопот. Лишь бы всегда было такое, любое свободное время – это отцу для того, чтобы для творчества его. Должно быть дома тихо, тишина, отец, папа работает. Какой же все-таки заботой был окутан наш Дамбазотбич своей музой. Действительно, и когда есть такая забота, почему бы не посвятить стихи той, которая его вдохновляла, Да. стихи о любви, которые стали песнями и до сих И пор там же поются. написано «и чаще в коренниках». То есть коренник – та лошадь, которая берет на себя все тяжелое. И поэтому он и знал, что все бытовые проблемы, все, весь быт она несла на себе. Надо жене сказать об этом. Скажи. Валько, парни, скажите своим женам. И жены имейте в виду. Вот именно, как я сказал, о такой любви земной и одновременно высокой, сложно очень много стихов, которые стали песнями. Вот одна из них «Инок дурың мунхы гырыл». Хотелось бы пригласить сюда на сцену два прекрасных голоса, которые прямо завораживают и делают так, чтобы волновались тысячи сердец бурятских слушателей. Это, конечно же, несравненный Чингис Роднаев и очаровательная Долмас Нрапова. Поаплодируем, друзья. Поприветствуем моих друзей. Арьен сагадыл хеда хана тупхинов шида Эдлым бэха жаргала шималын хэгушта Себедегі хуитен намар ереш хада Сежі сам не сеглен зандаш Себедегі хуитен намар ереш хада Сежі сам не сеглен зандаш
гадал хэ Ханыш бэвал Шининго дурсэхо Хаха сангуй бэ Хамсэч хлазурхо Ханыш бэвал Шининго дурсэхо Хаха сангуй бэ Хамсэч хлазурхо Бэдала гэша бэлга нурта бэшэгэ юлда Бэдал эдал Япсала гидаг жоинга бэналда Хэсэ юмэ Узин мэдэг дэвэ Хэхэн инэг дурang мукэгэрэл Хэсэ юмэ Узин мэдэг дэвэ Хэхэн инэг дурang мукэгэрэл Хэхэн инэг дурang мукэгэрэл Хэхэн инэг дурang мукэгэрэл Друзья, когда вы пели эту песню, и вы так смотрели друг на друга, прям расскажите ощущения, что вы испытывали, когда вы исполняли. Ведь песня поется «Инагдуран». Вечное. Что? Вечный свет, да? Да, вечный свет. Да. Ну, это сложно скрыть, я думаю, наши чувства к этой песне, именно вообще к творчеству Дамбы Зодбича Шалсараева. Мы на этих песнях выросли. Конкретно эта песня, она одна из самых, я думаю, популярных песен на бурятском языке. И... Вот эта песня, например, ассоциируется всегда с моим детством. А я думал, со мной ассоциируется. Так у вас не одинаковое детство? А, ты же мало. Эту песню так часто ее пели, и вот прямо текст на самом деле очень сложный, так много слов, да, у этой песни. И вот я прямо в детстве запомнила эти слова. И вот когда мы сейчас учили эту песню, было мне очень легко. Было прекрасно вас слушать, друзья. Спасибо. Спасибо большое. Рад Дамбаевна, как вам новое исполнение, новая жизнь этой песни? Ну, во-первых, я безмерно уважаю и Дулму, и Чингиса, поэтому мне очень приятно, что вы сегодня принимаете участие в этой передаче. Мне особенно приятно, и у вас прекрасно выходит. Спасибо. В наше время, в суете событий, иногда мы всегда задаем вопрос себе, то глава семьи, о роли жене, мужа. Об этом очень много писал наш дорогой Дамбы Зодбич. И, конечно же, хотелось бы услышать с его уст, как это звучало, как они относились к институту семьи. Как он сам рассказывает. Как он сам рассказывает. Давайте послушаем. У нас есть видео, и мы с огромным удовольствием хотим вам дать послушать. По старому бурятскому обычаю муж обычно не должен хвалить свою жену. Если он хвалит, о нем поговаривали так, не совсем лестно. Так. Ну, учитывая, что время другое, и поколения другие, конечно, она, жизнь ее тяжелой заставила, конечно, уметь кое-что. Уметь это одно, конечно, она действительно умеет работать, и везде, и огород там, и вообще, и на службе, вы знаете ее хорошо. Но она умеет, значит, и семью как-то, значит, поддерживать, сохранять, и быть центром, что ли, семьи. Главой-то я себя, так сказать, объявляю. Но фактически, конечно, она, в общем-то, честно говоря, возглавляет, хорошо, она занимается этим делом, во всем этим. Вот. Я как там иногда, как министр иностранных дел, эти внешние связи, может быть, веду, где в гости пойти, где пригласить, где тост произнести, понимаете, речи там толкануть. А всю черновую работу убирать, готовить, огород сажать и так далее, конечно, я доверяю ей. Дорогие друзья, судя по этому видео, хочется сразу же сказать, что в семье Жалсараевых царит гармония, уважение и доверие друг к другу. Ведь именно эти чувства были первостепенными в то время. Почему? Потому что о любви было не принято говорить. Можно было так жалеть, беречь друг друга, да? Но самое главное, что в суете современности, можно сказать, что иногда забываются такие
теплые ноты любви друг к другу, просто не успевает. И вот когда он писал эти строки, он вложил туда всю, наверное, свою историю любви с своей прекрасной супругой Валентиной Зандуевной. И хочется сказать то, что он очень много песен написал, да, больше 50, и одна из них такая добрая, хорошая. Как раз-таки, Рада Дамбаевна, в этой песне говорится о том, что нужно беречь любовь друг друга, оберегать. Это действительно очень важно, особенно сейчас, в наше непростое время, что нужно беречь друг друга. И в этой песне, если так перевести на русский язык, он как раз и говорит о том, что сердце – это не камень, это совсем-совсем не камень. Поэтому надо очень бережно относиться друг к другу. Отец это понимал, и он очень хорошо это воспринял с самого детства своего и пронес через всю жизнь. И на работе он старался находить, из многих положений старался находить решения такие, которые бы устраивали всех, и чтобы люди не страдали. Сколько же философии и эмоций заложено в этой песне, расскажет нам и споют прекрасные, шикарные, бесподобные Зарикто и Нонна Тагачивы. Песня называется «Бые-бые камнил».
бые анары. Бые анае. Здравствуйте, Жамсаранович, Нонна Валиджановна. Мы всегда, все знаем, как вы бережете свою любовь, вы всегда ставите пример. И вот сейчас только что мы все видели, как они смотрят друг на друга. Просто волшебно. Как вам? Ну, что спрашивать? Это Во-первых, друзья мои, это мне прекрасно. даже очень приятно, во-первых, я уже очень приятно, что сегодня именно вы спели эту песню, она же у вас новая в вашем репертуаре. И прекрасные костюмы, именно красный цвет, цвет любви, цвет сердца. И вот через красный цвет вы даже передаете, наверное, самое главное, что у нас есть на этой жизни, это любовь. Прекрасная песня, прекрасные слова. Давайте действительно всегда беречь друг друга. Я хочу сказать, что сегодняшний вечер для нашей семьи очень символичен. Когда я учился в своей школе, тогда еще республиканская средняя школа-интернат номер 1, каждый месяц нам проводили встречи с артистами, с поэтами, с композиторами. И представляете, когда я учился в 5 классе, к нам в школу приходил сам Дамбазотбич Жалсараев. Мы собирались в актовом зале всей большой школы, 420 детей, и смотрели, и общались с ним. Вот как сейчас мы общаемся в онлайн, мы разговаривали вживую с легендой, с человеком, который сотворил настоящее искусство в нашей республике. Дамбазотбич, он удивительно скромный. Будучи министром культуры Республики Бурятия, он исполнил для нашего народа просто неописуемую, огромную работу в деле пропаганды и развития нашей культуры, потому что это единственный министр, который был министром культуры дважды. И за свою деятельность, именно за время правления Дамбазотбича, все наши театры расцвели и стали академическими. Представьте уровень министра культуры, когда на уровне Советского Союза, будучи простой автономной республикой, в нашей республике появлялись академический театр оперы и балета, академический театр драмы. Это огромный труд не только артистов, не только труппы, но и всего аппарата Министерства культуры. Поэтому, пользуясь случаем от наших современников, от всех нас, молодых артистов, в лице Рады Дамбаевны я хочу сказать огромное спасибо вам. Вот сейчас я только что слышал, как вы разговаривали с Кимом и рассказывали историю о том, как папа сказал: хочешь машину? Иди учись. Это то же самое, как в нашей семье. Ноночка взяла все свои заботы по отношению нашего дома, нашего быта. И вот я смотрю на то, как у Дамбазотбича сейчас продолжается история, и смотря на вас, на вашу деятельность, на то, как благословенно и очень красиво дочь несет искусство своего отца, это очень приятно. И я хочу повторять за вами, я хочу быть похожим на вас, и вы для нас очень большой пример. И большое спасибо. Я очень попрошу передать цветочек маме, а Хадак на Бурхан перед Дамбазотбичем. Спасибо большое. Помните выражение «талантливый человек, талантлив во всем»? Так вот, вся биография Дамбазотбича тому подтверждение. И вот у меня есть информация о том, что в колхозе он тогда еще даже работал счетоводом. Я уж молчу о том, как нам рассказал Зарикто Жамсаранович, как он был 2 раза на посту министра культуры нашей республики Бурятия, о том, что он сделал, мы все услышали. И хотелось бы вам задать вопрос, Рада Дамбаевна, каково быть дочерью министра культуры Республики Бурятия? Расскажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, действительно не очень просто. Ну, во-первых, как-то я старалась всегда даже уходить немножко от этого, потому что сразу скажет, ну, она пользуется тем, что отец ее. Как-то старались от этого немножко уходить. Поэтому мой брат старший,
он в археологию, историю подался. Хотя писал очень хорошо. И мой старший брат, он тоже автор нескольких книг по краеведению, по истории Бурятии. И отец рассказывал, когда впервые он стал министром культуры, ему было всего 33-34 года. И тоже пришел молодой. И в это время как раз шли отчеты, время отчетов. Ему принесли отчет бухгалтерский. А он же, Ким, ты же сейчас же сам сказал, что он был счетоводом в колхозе. Он, недолго думая, попросил принести ему счеты деревянные, с костяшками. Тогда раньше не было. То, что мы сейчас калькуляторов считаем. И начал считать этот бухгалтерский отчет. Нашел ошибки. Нашел. Сказал, вот, здесь надо исправить, цифры неправильно получаются. После этого аппарат сразу понял, что он может разобраться во всем этом. Ну и он, конечно, он во все вникал. Вы знаете, вникал до деталей, до таких деталей даже физиология артистов балета, оперы. Какое-то время у них, может быть, не совсем хорошо получится участвовать в премьере. Даже в такие нюансы входили. Я, в общем-то, косвенно все это слышала. И даже история, как получили они здание для хореографического училища, сейчас оно, правда, на капремонт его должны поставить, напротив Национальной библиотеки имени Горького. Так там вот это здание, честно говоря, это было у них во время какого-то ужина с гостями, что-то еще, разговор шел. И он тогда прямо на салфетке написал и передал дальше секретарю обкома партии о том, что самое главное, нужно здание для хореографического училища и в центре города, недалеко от театра. И он говорит, давайте решим вопрос, чтобы школу вечернюю оттуда перевести, а здесь делать училище. И вот на этой салфетке, и вы знаете, вопрос решился во время ужина. Так получили здание под хореографическое училище. Чтобы сейчас получить здание, столько салфеток нужно, поверьте мне. И постоянно дома шли такие разговоры. У нас, когда строили даже Бурятский театр драмы имени Хацана Амсараева, Балбаров, Царена Иржанаевич, это же у них планерки, у нас постоянно прямо планерки шли рабочие дома. И все к нам приходили домой в гости, практически все деятели культуры, можно так сказать. Конечно, мы можем говорить бесконечно о том, как он красиво писал о родине, о любви, о семье. Вот сейчас нам хотелось бы послушать песню о городе Улан-Удэ. Сейчас я хотел бы пригласить на эту импровизированную нашу сцену трио «Третий регион». Давайте поприветствуем, друзья, шикарными аплодисментами. Песня «Город Улан-Удэ». Городов больших, красивых много. Мне же дорог ты, Улан-Удэ. Вместе с солнцем говорю от сердца. От сердца. С добрым утром, город мой, Менде. Я люблю огни твоих проспектов. Зори над родною Селенгой. Коль меня уводят вдаль дороги, ждешь меня, зовешь меня домой. Коль меня уводят вдаль дороги, ждешь меня, зовешь меня домой. Ту звезду свою искала юность, вот я кого, тут навек зажглась любовь.
зовешь меня домой. Жизнь моя открыта пред тобою, Словно мать родная, знаешь ты. радости мои, мои печали, и мои заветные мечты, и мои заветные мечты, и мои заветные мечты. Это было бесподобно. Трио «Третий регион». Давайте еще раз погромче, друзья мои. Это было супер. Ну, друзья, это, конечно, полный драйв. Это было прямо вообще такой регги. Боже мой, как вы пели. Знаете, вот во многих конкурсах про песню Улан-Удэ вы точно победите с этой песней, ребят, Да. потому что у вас бешеная энергетика и так вкусно ее подали. Когда вы думали, в каком формате ее предоставить, кто решил, кто сказал, кто из вас решил? Ну, это, в принципе, спонтанно было. Мы Да. собрались на студии, набрали слова. Мы сначала посовещались. Ну, она все-таки такая, больше хор был, да, детский. И мы подумали, что все-таки мы более младшее такое поколение, и мы сделаем немножко по-своему, да, и решили добавить такой солнечной музыки. Да, и слова настолько добрые и светлые, что мы решили, на нас звучать будет интересно в стиле регги. Мы решили попробовать. Она теперь будет в вашем репертуаре? Спасибо, родная. Слышали, Здорово. Мне кажется, сейчас действительно песня по-новому заиграет благодаря вам. Дорогие друзья, это был «Третий регион». Давайте поаплодируем, друзья. Прямо монстры. Спасибо. О хлебосольности семьи Жалсараевых ходят легенды, Рада Дамбаевна. Можно так сказать, в кругах литературных, да, вот творческих кругах старшего поколения говорят то, что ваша семья была очень гостеприимной, и это сделал сам Дамба Зодбич. Законы степного гостеприимства он из юрты перенес, получается, можно сказать, город. Ну, гостей-то у нас было всегда много. Даже в детстве, я помню, не очень часто я спала на своей кровати. Приходилось спать на сундуке или на полу, потому что у нас постоянно кто-то ночевал. Либо земляки, либо наши родственники приехали по делам в город. Поэтому это постоянно. То есть как-то уже привыкли с детства к такому, что всегда кто-то дома, всегда готовилась на много человек, еда готовилась. И спать приходилось тоже не каждый раз в своей кровати. Это да. Ну и первым делом, конечно же, чай, зеленый чай с молоком. У меня мама до сих пор этот чай варит, и каждое утро она обязательно даже делает. И без этого, как бы, мы уже говорим, можно пить чай? Можно пить чай. Она обязательно варит зеленый чай с молоком каждое утро. И у нее были замечательные рецепты, и до сих пор они есть. До сих пор. Она потрясающие блюда готовит. Например, если конину варит, то у нее свой способ, как конину сварить очень вкусно. Помню всегда Африкан Андреевич Бальбуров и Бау Базарыч тоже Импилов. Валя, ну как у тебя так получается так вкусно сварить мясо? Или же квас она ставила летом на даче. Все к нам приходили на даче писателей квас пить мамин. Или же какие-то урму варила она очень вкусно. И вот саранка, туда же надо саранку обязательно. А саранка потом у нас вошла в Красную книгу.
И тогда мама придумала способ, она такой спелый банан немножечко туда. И он такой дает такую некоторую вязкость, но надо четко рассчитать, сколько положить, потому что, чтобы вкус не перебивать, чтобы сильно не было вкуса банана. Но оно как бы вместо саранки, вареной саранки, вот туда. Поэтому а капуста у нее до сих пор, капусту соленая, вот сейчас самое время солить капусту, но уже давно все посолили, только на растущую луну. Только на растущую луну. Вы так рассказываете, я не знаю, мне сразу все представляю, как Валентина Зондуевна готовит конину, прям так охота попробовать ее. Про все то, что вы рассказали, меня, не знаю, слюнки текут, честно. А знаете, вот, Рада Дамбаевна, вот я буквально перебью, о географии дружбы Дамбы-Зодбича действительно можно говорить долго, потому что у него везде были друзья, во всем Советском Союзе. Да. Я бы, наверное, начала с наших местных бурятских писателей. Отец очень хорошо запомнил гостеприимство, которое ему оказывал Хасан Амсараев. Жили тогда мы напротив друг друга и ходили часто в гости. И вот был даже такой случай, когда Хасан Амсараевич позвонил маме, а отца не было дома, а уже был вечер. И как раз вот в зимнее время. И он говорит, давайте, пусть с Дамбой приходите ко мне. Мама говорит, Дамбы-то нет? А где он? Ну, я, говорит, даже не знаю, наверное, на улице гуляет. Он потом еще раз позвонил. Валя, ты меня обманываешь. Значит, должен уже быть дома он. Я, говорит, сейчас к вам сам приду. Ого. Представляете? И только мама положила трубку телефона, в это время отец появляется на пороге. И мама говорит, ой, не раздевайся, мы сейчас давай с тобой пойдем. Звонил наш Бакша, значит, надо к нему идти. И когда они к нему пришли, и мама говорит, что вот он только-только зашел домой, что он сделал в первую очередь, Хасан Амсараевич? Он потрогал уши и щеки Дамбы-Зодбича и говорит, да, верно сказала, у него щеки-то холодные. Проверил. Представляете, как? Проверил. И вот эту доброту его он старался дальше на молодых наших писателей Бурятии переносить. И у него есть стихотворение «Обычай». И про это стихотворение очень хорошо написал Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов, вот это все те его друзья. Расул Гамзатов, он был дома у Расула Гамзатова. В Москве мы встречались, это я уже помню, как мы встречались тоже с семьей, договаривались о встрече. С Михалковым Сергеем они дружили. Вместе они ездили тогда с Сергеем Михалковым и с его супругой Наталья Петровна Кончаловская. Это внучка Сурикова, это такая потрясающая женщина. Вместе ездили по Монголии. А затем Чингис Айтматов, он рассказывал про свое детство, тоже очень много. Якутский писатель Данилов, Семен Данилов, Юрий Санги, затем, еще очень много можно имен называть, очень много. Вот здесь, если вы посмотрите, вот как раз здесь у нас такой небольшой коллаж из фотографий, где все наши бурятские писатели, не только бурятские, но и другие писатели, но в большинстве своем это бурятские писатели, с Исаием Калистратовичем очень хорошо дружили. Он очень тяжело переживал уход Исаия Калистратовича, такой неожиданный. А на даче, я уже не говорю, это целая легенда на даче писателей, когда вечерами собирались, Африкан Андреевич, Чемица Дендамбаев, Балден Санжин, Батыр Тумунов, это сын Жамсо Тумунова, Дальен Мадасон, Рыбко, Михаил Степанов. Вот это на даче такие были посиделки.
Мел Самбуев, потом Дандок Олзатуев. Уже молодая поросль более. Рада Дамбаевна, вы так говорите, я словно на уроке бурятской литературы сижу и смотрю на своего учителя, как она рассказывала мне вот такие вот фамилии. Я очень хорошо и помню и Дандока Улзатуева, Дугаржаб Дашиев у нас много раз пел дома. Я помню, когда Кимбазар Садаев пел и дал мощь своему голосу, мой сынишка маленький, он залез под стол, испугался. Я от его такого, знаете. А отец очень любил гостей дома и очень даже любил шутить. Вот гости пока сидят у нас дома, он сбегает в коридор и бумагу газетную сомнет и ботиночки затолкает гостям. И вот они уже, когда все выходят, всем одеваться, все немножко навеселее, толкают ноги в ботинки и не могут, и понять не могут, неужели так много выпил, что я не могу уже свои собственные ботинки. А отец со смехом потом, значит. Ну вот он очень любил, когда смеялись люди, он всегда пытался, вот люди сидят такие, а он им какую-то шутку пустит и сразу настроение поднимет всем. Ему нравилось, когда все улыбались, смеялись, было хорошее настроение. Ну, радовался этому. Ему хотелось, чтобы все вокруг радовались. Наверняка, когда было застолье, когда у вас дома они пели песни, да, вот Да. знаете, вот не зря вот я спросил про географию дружбы, да, интернациональную дружбу Тамбыз-Отбича. Сейчас именно интернациональная команда наша в лице звезд бурятской эстрады исполнит песню, возможно, которую они пели тогда, когда у вас были в гостях. А это про Улан-Удэ. Это про Улан-Удэ. Ну, вот эта песня, она уже, я бы сказала, нынешнего поколения. Это Сарантуя Жалсанова, композитор. И ей не так много. Она, в общем-то, из новых, но, к сожалению, тоже не поющая. И благодаря вашему проекту я очень надеюсь, что она станет поющей. Ну так что, друзья, давайте послушаем эту уникальную песню, которая была написана пером великого поэта в исполнении наших добрых друзей Сесе Гаюшеевой, Анны Камоловой и, конечно, Валико Гаспаряна. Daverin uktaja Turuzone hurgal abajal Dakata
Дорогие друзья, звезды с огненной энергетикой. Валико Гаспарян, Анна Камолова и Сесе Гаюшеева. Каково драйв ощущать в этой песне, ребят? Когда Смак Бенд так красиво ее аранжировал. Кстати, давайте поаплодируем нашей группе Смак Бенд, которая дарит нам такие аранжировки. Да. На самом деле потрясающая песня. Песня про наш любимый город Улан-Удэ. Мне кажется, по аранжировке даже можно сказать, насколько мы ее горячо любим. Да, друзья? Ну, меня, наверное, Не плачь. не все знают, но я родился в Улан-Удэ. И прямо от сердца она шла. Прямо... Вау. Ан, расскажи, пожалуйста. Ань. Улан-Удэ — мой родной город, мой любимый город, и он навсегда в нашем сердце и в моем сердце в том числе. Спасибо, спасибо. Есть произведение у Дамбы Зодбича Жылсараева «Песнь о родной земле». Дорогая Рада Дамбаевна, расскажите, пожалуйста, как стихотворение стало песней, о которой каждый уважающий себя бурят знает строки и, конечно же, не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Расскажите, пожалуйста, нам. Ну, я бы, во-первых, сказала бы, что не только каждый бурят, но и каждый житель практически. Вообще, да. А у нас же житель, много да. национальностей. Да, она как-то вот вошла в душу почти каждого жителя республики, хотя он посвятил стихотворение, которое называется «Песнь о родной земле», где он воспевает то, что вот сейчас Теким говорил в самом начале нашей сегодняшней встречи, о том, что и про степь, и про это маленькое село Додогл, про красоты этого села. И вот именно там тоже есть строки, посвященные этому селу. То есть на примере маленького села он, по сути дела, рассказал о всей нашей Бурятии. И о том, что он черпает силы именно из нашей природы. Ну, мы все говорим, что у нас природа красивая. Шикарная. Да, и вот именно он это хотел. Но там есть еще такие щемящие строки о том, что как он бережно собирал раньше саранки. Мне мать потом из них урму варила и каждый раз благодарила за сарану, за молоко, чтобы было вдоволь в доме. И там же есть такие строки о том, что про степь, что мы приходим из степи и уходим в степь. О, степь моя, прижмусь к тебе щекою, здесь мать моя лежит. Ну и так далее. И дальше у него есть, это большое стихотворение, где он называет не только таежно-озерная степная, но он называет ее амулевая, такими словами, облепиховая, амулевая. То есть все, что у нас на сегодня, как мы говорим, наши бренды. То есть это тоже он уже в какой-то мере вот во всем этом большом стихотворении написал. А Анатолий Андреевич, он взял отдельные строки из этого большого стихотворения и написал прекраснейшую музыку, которая очень хорошо ложится, распевная. И она стала популярной, очень даже популярной. Один раз родители приезжают с дачи, они ехали на автобусе. Автобус номер 8, который ходил на Верхнюю Березовку. И говорят, знаешь, где-то в районе ипподрома зашли молодые люди в автобус и пели песню. И отец так изумился, говорит, ну надо же, она, оказывается, популярная, ее поют. Он так удивился, они с мамой настолько удивились, что молодые люди ее пели. И она действительно, особенно когда куда-то уезжали, ее всегда где-то пели, даже на каком-то расстоянии от дома. И она потом, а когда она стала уже гимном, то там сказали, а там нет слов про Бурятию. И тогда Дамба Зодбич написал отдельно еще 4 строки, чтобы именно там Бурятия. Последний куплет, это как раз посвящено Бурятии.
И затем там Аршана заменили на Байкала. Вода Байкала. Крутой водой Байкала напои. А вы знаете, вот у каждого жителя нашей республики очень много воспоминаний связано с этой песней. С этой песней? Да. И не зря ее выбрали. Достойнейшей. Почему? Потому что действительно она заслуживает быть гимном Бурятии. И, дорогие друзья, уже много-много лет каждый из нас воспевает эти строки, написанные рукой гения, народного поэта Дамбы Зодбича Жалсараева. И сейчас нам бы хотелось бы все вместе исполнить эту песню с нашими друзьями для вас и для всех наших зрителей. Да. В первую очередь для зрителей. Да. Жише, улзи бурят мане нангин улги. Sevmek sarım zincirnamin şareşni, Siç kıldım ne kezedeş yezuli. Sevmek sarım zincirnamin şareşni, Siç kıldım ne kezedeş yezuli. Şingi ağardeş, eşek kuso evsulun gıyale. Ente domte muhin ohan arşandaş, elge zürko kurtulun gıyale. Ente domte muhin ohan arşandaş, elge zürko kurtulun gıyale. Саян хадин силгек амярарёт хан, Пэгылдалын гэгек долгор суршош. Саян хадин силгек амярарёт хан, Пэгылдалын гэгек долгор суршош. Шерун сагек ереш ехатыл хедек, Шени заян замха адуха гвин. Эпте дарю булин йогор жарвишта, Эмхе бурят манен ангин улги. Эмхе дарю булин йогор жарвишта, Эмхе бурят манен ангин улги. Дорогие друзья, всем спасибо. На этом завершается творческий вечер, посвященный 95-летию Дамбы Зодбича Жалсараева. Всем спасибо, друзья! До новых встреч! Озерная, степная, ты добрым светом солнечным полна. Цветущая от края и до края, Будь счастлива, родная сторона. Цветущая от края и до края, Будь счастлива, родная сторона. Брусничный дух, черемух и дыхание лило.
спасибо, святой водой Ашана угости. Чтоб я обрел невиданную силу Для дальнего нелегкого пути. Чтоб я обрел невиданную силу Для дальнего нелегкого пути. Само земля, мысли два едино, моею стала и судьба твоя. Поклон тебе от сердца, край родимый, любимая Бурятия моя. Поклон тебе от сердца, край родимый, любимая Бурятия моя. О, мать земля! Браво! Браво, друзья, браво!